Мы с вами находимся на территории древнего аланского городища, которое по наличию ближайшего населенного пункта получило название Гамурзиевского. К сожалению, письменные источники не могут нам сообщить наименование этого городища в древности. Жизнь на этом городище началась в первых веках нашей эры, порядка 2000 лет назад. И судя по тем материалам, которые мы получили на уже исследованной площади, а это порядка 2500 квадратных метров, жизнь на этом городище прекратилась только после монгольского нашествия. Мы здесь впервые столкнулись с ситуацией, когда оборонительный ров, который был искусственно выкопан в целях усиления фортификационных качеств этого населенного пункта, с тем, чтобы максимально помешать беспрепятственному прохождению, проникновению противника на территорию. Этот оборонительный ров, он помимо своих основных свойств, использовался также в качестве доставки питьевой воды. В процессе исследования нами были выявлены неглубокие каналы, которые сообщаются с вырытыми в материковой очень плотной глине цистернами емкостью в среднем по 150, 200, 400 литров, которые позволяли жителям не уходить далеко в поисках воды, а непосредственно рядом со своими жилищами получать доступ к питьевой воде. Можем утверждать, что в первой половине первого тысячелетия нашей эры древние жители Ингушетии, территории современной Ингушетии, они обладали достаточными познаниями для того, чтобы подводить воду, для того, чтобы сооружать жилища, в конструкции которых использовались столбы в качестве несущих конструкций. В целях обеспечения минимализации теплопотерь жилища были на 1/3 опущены в землю. И за счет этого они позволяли при минимальном использовании открытого огня обеспечивать достаточно комфортные условия для его жителей.